дорогие друзья, новости стройки. Давно не было новостей из нашей стройки Доктор. Кто не в курсе, еще раз напоминаю, мы строим А-фреймы. Будем сдавать их. Вот, доктор, вот такой вот наш серого цвета А-фрейм. Смотрите, вот такой вот серый забор. Забор сделали из досок, прикиньте, и покрасили в серый цвет. Вот, сейчас пройдем в А-фрейм. И я вам покажу, на какой стадии у нас А-фрейм. Итак, у нас, короче, Альфир уже начал класть ламинат. Вовсю идет укладка ламината. Ламинат вот такого сероватого цвета. Это серый мой, Альфир? А? Альфир, не я, пожалуйста. Полы, короче, полностью залили цементом, потому что здесь, доктор, теплые полы. Полностью уже обшили стены вагонкой. Многие спрашивают постоянно, каким цветом красите. Это называется, доктор, цвет синеш, иней. Вот такой вот цвет. Балки у нас будут стоять. Здесь у нас проходит будет электричество. Вот видите, уже поставили лестницу. А тут у второго этажа будут ручки, Альфир? Рукны? Зал, совмещенный с кухней. Здесь у нас, видите, вон труба торчит. Будут кухонный гарнитур стоять. Стол вот здесь будет стоять. И здесь уже будет зона отдыха. Там будет диван, туда-сюда, короче, кресло. И потом вот сюда заходим, смотрите, вот здесь вот спальня. Вот. Такая тихая, уютненькая спальня. Здесь мужики, кстати, обедают. Бахырдар, даже кыркмагандар, ошо деп кимиргендар да икмекти таштап кеткендар. Сейчас посмотрим, что у них было на обед. Блин, Ринал, у них горячая суп-лапша есть. Блин, так вкусно. Сейчас чуть-чуть покушаю. Блин, вкусная. Блин, красота. Ну вот, короче, это будет спальня. У нас еще нету, доктор, ни мебели, ничего. Сейчас еще надо закупаться в мебели. Представляете, сколько расходов на этот А-фрейм надо. Многие вот думают, А-фрейм построил и все. А когда уже внутренние работы начинаются, вот тогда начинается кошмаридзе, доктор. Потому что на внутреннюю отделку очень много денег уходит. Это длинный коридорчик, доктор. Вот такой вот длинный коридорчик. С этой стороны будет сам узел. Вот, туалет там. Туда-сюда, я не знаю дальше что, стиральная машина будет стоять. Потом вот дальше вот так идем, тут окно, и вот тут тоже коридорчик опять-таки. Тут что? Техническая зона. Это техническая зона будет, доктор. Здесь будет дверь, техническая зона. Это что за фигня какая-то странная-то? Что-то яма в этом качественно строим все это беру. Это все здесь будет красиво, доктор. Смотрите, мне что понравилось. Смотрите, окна на этот раз мы сделали серого цвета. И, ней, смотри, какой хороший. Прикинь, да? Bizim uyda блин, ней, ушла гнывы-то, а бунда вообще качественный хвет не поганда. Сейчас пойдемте со мной, я вам покажу как там его, сауну. Вот сюда заходим, доктор. И вот, смотрите, здесь уже положили плитку. Посмотрите, какая красивая плитка. Эту плитку выбирала я лично. В Леруа Мерлен купили. Сколько стоит, я не знаю. Если сейчас Альберт успеет приехать, он опять поехал в Леруа Мерлен за материалами, я вам цены скажу. Тут уже вот обшили гипсокартоном. И вот здесь будет сауна. Все здесь обшито липой. Вот, липа, тут липа. И на стенах тоже липовая вагонка штиль. Прикиньте. Липой не пахнет что-то, да? Тебе пахнет, а? Ну там после того, как покрасил, надо сауну разогреть без людей. Тогда, да. Как тебе эта плитка прикольная, да? Да. И потом здесь, доктор, смотрите, здесь все инструменты у нас хранятся. Потом отсюда выходим, здесь будет стоять душ. Вот из сауны вышел, в душе сполоснулся, хотел сполоснуться, хотите, нет. Потом, короче, доктор, тут у нас тоже дверь. Отсюда потом выходим вот так вот. Тут только аккуратно. Тут полов еще нету. Здесь вот тоже будет, я не знаю, что за площадка. Потом сюда спуститесь, и здесь будет чан. Чан, вон он стоит. Прикиньте, вот сюда лестница спускаться будет и чан. Не, зачем здесь чан вообще? А вон там вот будет беседка. Короче, вот здесь будут сидеть, жарить шашлыки, кушать и наблюдать за голыми бабами, которые в чане будут. На сегодняшний день сколько денег потратил вообще? 2,5 миллиона точно.
Вот, прикиньте, на сегодняшний день мы потратили на фрейм 2,5 миллиона, а работа еще половины только закончена. Нет, не половина, а 70% где-то почти закончили, доктор. И это не считая мебели, потом еще техники. Новость дня. Оказывается, у нас сломался бензобур. Альберт заправил бензобур в частной заправке. Они во всех деревнях есть, Дорогина есть, на Шмидта есть. Самообслуживание. Да, самообслуживание, заправка. Один раз заправил и на ремонт на 6 тысяч. Да? Да. Так что, доктор, как было Капец. частный заправка. Одна заправка и все. Да? Вот так вот. Можно и без техники остаться. И, между прочим, у Риналя тоже мотоцикл сдох. А он, оказывается, тоже там заправлялся. Да, У Риналь? меня сцепление, вот у Мухаммеда карбюратор, короче, барахлить Ну, начал. вот это, короче, это бензина. Это из-за бензина, доктор. А что, в суд, может, подадим? А как ты подашь? Доказать никак? А что докажешь? Все, пока это экспертиза туда-сюда. Да? Смотри, я туда смотрю, у меня сурышев очень много. Видишь, да? Что это такое? Ну, Не делай так ручей. лицо. Я на обезьяну похожа. Яблочко покушать. Яблочки. Молодильные яблочки покушайте, Альберт Айта. Смотри, как много. Заработал. Болгар гынып тоже бахар. Алманутку. Вот даже Риналь сказал, что это терраса, что ли? Ничего. У него и то меньше фэшн. Но он же не сдает, а ты будешь сдавать. У меня отдельно в мангале. Когда я выложила сторис, как мы с братишкой и с моей Килинкой Айгуль помирились, мы полгода были в ссоре, не разговаривали, не общались. И когда я сказала, что мы поругались из-за супа, столько реакций было, все начали писать, типа, как это можно поругаться из-за супа? А вот так вот можно, представляете, да? Даже люди из-за супа ругаются. Было дело как? Мы собирались в Абзаково с родственниками двоюродных, с папиной стороны собирали. И там я сварила суп. Гуся там в духовке сделала. Килинка Айгулька очень любит гусиную шею. Через 300 метров Кимерерге, держитесь правой как полосы, по-русски а затем будет. съедете. Грызть. Они уехали Прямо к себе в 4 домик. километра. Я говорю, а мы остались в другом домике. Я им звоню и говорю, приезжайте на завтрак, надо все доесть, и мы уезжаем домой. Они собирались и ехали к нам. За это время в доме же родственников много, суп сожрали. Гусиную шею я выкинула. Думаю, ну кость. Думаю, ну, нафиг кому нужна эта гусиная шея. Айгулька с Рамилем приезжает, ни супа нету, ни гусиной шеи нет. Где суп? Я говорю, суп сожрали. Где, говорит, гусиная шея? Я говорю, я выкину. Они на это обиделись. На то, что им суп не оставили и гусиную шею выкинули. На то, что они обиделись, я обиделась. Какого черта люди обижаются на то, что не оставили суп и гусиную шею? Я, короче, обиделась. Они обиделись. И мы из-за этого полгода не разговаривали. Звучит, конечно, очень стрёмно. Но это не вся правда. Оставшуюся правду я вам не могу рассказать, потому что это личное. Вот. Но началось все с супа. Постирал? Нет, ты сказал не стирай. Я просто әлләмәндәй комментарийлар қойған. Ай, дурак, блин. Ну-ка я посмотрю там. Все нормально с ним? Что ты там сюда повесил? Кукурузу. Знаешь так песня? А у Ивана Кузина большая кукурузина. Алина, как ты ее повесил-то, блин? Вот ты даешь, блин. Этот фартук на стирку, наверное, надо кинуть. Я не умею стирать. Кукурузина, блин. Я стирать не умею просто. Это прислала свекровь со своего личного огорода. Деревенская свежая картошка. Первый урожай. Впервые будем готовить. Ням-ням-ням. Это вообще офигительно вкуснятина. Потом готовлю, то есть отвариваю яйца деревенские. Это тоже лично ауылдың тауығының кутінен түшкен кукейдер. И даже у нас есть вот уже огурчики деревенские. Ну, помидорчики это магазинные, конечно же. Все, у меня руки не могут дойти до этого варенья. Сейчас я принесу эти банки для варенья. Холодильник наш отремонтировали, который у нас стоит на улице. Вот туда я буду складывать все варенья. Сейчас я вам покажу еще Риналя, который собирает нашу малину. Половину ем, половину собираю. Когда купили? Иням ваше, инкурага шагахын походил, баяга усып кеткеніңді. Давай побольше собирай. Ана онда түп керек, иналахың ма? Сыйлахың енді біз. Уже көтеріп, уже шылдырып, инда түпті ірірек те, наверное, скорее всего.
Кому не лень, все приходят, собирают. Прикиньте, вот тут вот у нас островок такой. Мы когда сюда переехали, я же говорю, здесь на нашем участке абсолютно ничего не было. Голый участок был. И был вот этот вот островок. Здесь была малина, а здесь какая-то вишня. Вишни в этом году очень много, но тут нет у нас вишни почему-то. Ее уже все надо убирать, это она уже дикая вишня. Видал, сосун Вашингтон, у меня тоже есть помидорчики вообще-то. Могу похвастаться. Оказывается, когда у себя в огороде вот что-то созревает, да, так интересно, оказывается. Ощущения такие интересные. Капусту мою видели? Смотрите. Офигеть, да? Обалдеть. Альберт говорил, нифига, была капуста слабая, не вырастет, бе-бе-бе-бе-бе. Нифига подобного, вон, вообще огромная выросла. Какой вкусный. Я люблю вот такие всякие красивые баночки, красивую посуду. Я вообще сейчас хочу свою всю посуду поменять. У меня же вся посуда белая, и я хочу сейчас не белую посуду, а какие-нибудь там разноцветные, цветочками. Какая красивая баночка. Кто-то мне ее подарил, не помню кто. Варенье малиновое готово на зиму. Только, конечно, очень слабая такая баночка. Ну ладно, пойдет. Вот. Одно варенье готово. Помните, какие такие были? Вот они офигительно классные. Я прямо жду, не дождусь, когда откроется Икеа, чтобы закупиться всякой красивой посудочкой. Блю-блю-блю. А если вот так налить, что будет интересно? О, дурачок, что я так не наливала? Мучилась. Башишь ты наганский. Невозможно собрать все. Ты что-то разошелся, Альберт Какалдар? Давай, ей. Ренат будет скоро вас учить, как малиновое варенье готовить, достар. Короче, я не сдержалась и решила никого не ждать и начать есть свежую картошку без Азари и Альберта со свежей сметанкой. Вот, свежая деревенская сметана и деревенская картошка. Вот так соль суем. Это прям наслаждение, доктор. Фартук верни и тазик тоже верни. Ладно. Слышал? Да. Давай, пока. Давай пока. И вторая гелик тоже малиной. Очистить вот эту территорию. Мы здесь хотим посадить деревья осенью. Вот сейчас, короче, распилим доски. Вот у нас дровяник. Туда будем ставить, скорее всего. Давно я хотела здесь почистить. Уже 2 года у нас вот так стоит некрасиво. Пятый, он отходник. Отходник. Там они заливают. Так, туалет так же слушай утром. Да, тенек. Тенек. Бассейн кровать. Электропилага достав, электро. Вообще батарея керек. Но хака я майя. А? Хака я майя деймін. Көп тұра. 30 мың. А біз хуңғаны көтемін. Бүгін суыңар өтілер сөкет. Ой, Қазір айтып барайын тағын. Алмай өліп ташлайды ол. Бензин ойлар ма? Тышта 40 қызада. Недір, алар оламақшы. Даже кискенде мен уже кисеніп кисе башлады бітінде. Қызада. а не, 2 электропила алмайын. Бірге стройка, бірге. Ол неме керек ол 2 электропила. Я сен көрінетірім онда отын кесіп отырамын оны. Ладно, құптарып алып мотор төбештеп қойып. Ішлерге күтіп бірін сәп тапа керек. Короче, у нас пила перегрелась.
бензиновая. И Альберт вытащил вот этот свой инструмент. Альберт, как называется этот инструмент? Торцовочная пила. Форцовочная пила. Форцовочная? Торцовочная. Торцовочную пилу вытащил. И сейчас вот так мы пилим дрова. Видите, как быстро? Быстро пили. Ой, кулунды и плявинда, Альберт, очень страшно. Видали? Как круто. Не сладкий. А? Не сладкий. Не сладкий. Нелегально сладкий. Пора. Это специально Альберт для меня вот так вот сделал. Вот это съешь как раз и вода. Ай, смотрите, высоко пожалуйста, қырқып, менің үстіме арбузды қалайтып соқып қояды специально ради меня. Это да. Меня артам. Ярата меня? Что купил? Соқып қойған, значит, меня ярата. Я теперь умею арбуз выбирать. Надо просто по вкусу смотреть. Вот эта девушка. Он прям девушка. Зур. Куте. Который кучтар А я зовут. знаю. А у бар интернета. А Да, мальчиков точка просто. Из-за этого они невкусные. Дур күтлі қыттар тәмжі болады. Мен Елдарға бүгін айттым енді. Айтым. Мен айтам, кейін мен айтам, енең башы, менің музыкты столку сбиваешь, немештепті. Мен айтам, ана кейін мен айтам, яңы машина алырға үйрейхің, мен айтам, хиңе қарап, мен айтам, хәзір Альберт нервничать башлады, тоже хочет яңы машина, мен айтам, көлі. Мен айтам, көрші бір-біріне қарап, шул айтып, қуайынды дүнияны. Қызық. Ысың сайдасың, көршіге қарайында, о, ала көрші яңы забор қойғандыр, келі яңы забор керек. О, көрші шуны алғандыр, келі шуны алыр керек. Кушай жарып пішіріп зәшір. Әлі, көршінің бролері химедірек. Шабырақ қарағыз, көрші келіп еткен қарағыдар, көстен өстіріп келген. Эй, молодец, енді көрші екен. Бұнығы самый мощный, бұнығы, короче, көстен өс Альберт қап келген. Бұндағы көстен өсі мене. Короче, екі көрші немеге елғандар достар. Айтам бет, мына уже көрші елдар машиналарға болғанда Альберт садаманы и сразу же өзінің машинаны хатырға қойды. И тоже яңы машина алам дей. Вот прикиньте, нендей көршілер бір-бірін удырып ешерге тырышалар. И решили шу яңы машиналарын, которые еще алмағандар юрға. Уже баштарға юрға. Представляете? А что будет, когда яңы машина алып қайталар? И қасан алып келелер? Алтысы өзіміз барамыз. Полетим, Полетим да и привезем. да. Нендей машина? Hyundai Palisade. Hyundai Palisade. Альберт тоже Hyundai Palisade алам деп үйренеді. Альберт, сен неменде алам дейін? Сен Hyundai Palisade дейін да башта. Карнивал. Карнивал? А что ты не хочешь? Илдар? Бір штурмасын. Ояқ болар әте. Я, если ладно, перепутаешь,